Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 2 декабря 2022 года. С вами снова я, Орти Аслан Арцуев, на канале Реалити, друзья. И сегодня у нас стрим на русском языке. Давайте поговорим. 21:00 по Берлину, 23 по Джохару. Друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. Стрим у нас проходит в ТикТок и в YouTube. Друзья, еще раз вас всех приветствую. Ури, Делир Салам, Маршал, Холь, Анархист, Мансур, Фридом. Ва алейкум ассалам, друзья. Довели, ва алейкум салам. Приветствую вас всех. Добрый вечер, Инна. Добрый. Маша Оэль войнах. Шевик Оэль, Маша Мукша. 23:01 по московскому времени. Фридом, если по Джохару, то по Джохару, да. Московское время мы уже не признаем. Мы наложили санкции на их время, да. Как-то так, да. Дал мула, все будет ичкер. Дал мула. Манс, ассаламу алейкум ассалам. Адил, алейкум салам. Вежери. Машдой, шадеша. Ваха, ассаламу алейкум вараматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум ассалам вараматуллахи ва баракату. Дику вах, дал бухаста. Жульмана бусхуг ассам алейкум жульмана. Ва алейкум салам, босс. Ассаламу алейкум с Турции. Ва алейкум салам, Турция. Витаю вас. Как обычно, друзья, я бы хотел начать свой стрим с сообщения от Генерального штаба Збройных сил Украины на 2 декабря 2022 года. Потери фашистов, начиная с 24 февраля, с крупномасштабного вторжения фашистской России на территорию свободной и независимой Украины. За прошедшие сутки, вкратце скажу, 650 оккупантов уничтожено. Цифра достигла 90 тысяч 90 человек. Огромная цифра. 2916 танков, 1 танк за сутки уничтожен, 6 боевых бронированных машин, итого их 5883, артиллерийская система 1, 1 вертолет сбит, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, 23 автомобильной техники и цистерн. Короче говоря, у русских все, как мы и говорили в самом начале широкомасштабного вторжения. Я казах, Куат, я тебя знаю, конечно. Витаю тебя, казах. Ассаламу алейкум. Ураматло бракату. Дику дал бухаста. Ва алейкум салам. Итак, по Джохарскую, Московскую одинаково получается. Да, Фридом, но если вы находитесь в Москве или где-то, то желательно не сообщать об этом, потому что мой канал запрещен на территории фашистской России, и люди могут преследоваться. Я каждый раз пытаюсь напоминать, иногда забываю, раньше я это делал чаще, конечно. Поэтому заботьтесь о своей безопасности, друзья, заботьтесь. Бешеный медведь еще пока может нам насолить очень крупно. Но чинох, ва алейкум салам. Всех, Денис, дохло немало, чем больше, тем швидше закончится война. Да, чем больше, тем быстрее закончится. Согласен, Денис. Ичкери Буарз, ассаламу алейкум, всем достойным, Машва асаму, Машва, ва алейкум ассалам, дику. Так, друзья, пишите ваши комментарии, от приветствия всем разом, салам алейкум, и всем разом витаю всех. Так, вернемся тогда, когда вы надумываете задавать мне вопросы. Я хотел вам кое-что рассказать. Хотел про геноцид сегодня тоже поговорить на русском языке, так как вчера обещал.
планировал, скажем так. Ну, я не смогу это все читать, это очень трудно. Мне это тяжеловато немножко, да. Глава МИД ФРГ заявила о решимости Германии преследовать преступления Российской Федерации. Наша прекрасная министр иностранных дел ФРГ Анна-Лена Бербок 10 мая 2022 года, здесь почему-то я вижу фотографию, видимо, такая. Министр иностранных дел ФРГ Анна-Лена Бербок заявила о решимости Германии на всех возможных уровнях и всеми доступными способами преследовать возможные преступления фашистской, это я от себя, Российской Федерации и ее руководства, совершенные в ходе войны против Украины. На пресс-конференции в Берлине в пятницу Бербок ответила на вопрос «Радио Свобода». С моей точки зрения, вопрос уголовной ответственности России и ее руководства заслуживает пристального внимания. Поэтому мы поддерживаем Международный уголовный суд, а также сбор различными юридическими ведомствами доказательств отдельных преступлений, которые находятся в списке деяний, нарушающих международное право, как, например, военные преступления, преступления против человечности. Именно для этого мы собираем улики, чтобы затем использовать их для обвинения в различных процессах, насколько это будет возможно, сказала Бербок. Глава МИД ФРГ отметила, что в Совбезе ООН присутствует не только Россия, но и другие страны с правом вето, которые до сих пор не являются участниками суда в Гааге. Однако и они выступили за то, чтобы обсудить возможность уголовного преследования преступлений России. Речь идет в частности о США. Я считаю преследование преступлений России в связи с захватнической войной против Украины абсолютно необходимым. Для меня чрезвычайно важно, поэтому сосредоточить внимание на составе преступления, вероломное нападение на суверенную страну, более сложном в юридическом смысле, который позднее был добавлен к общему списку, заявила также Бербок. При этом она отметила сложность юридических проблем, возникающих в связи с возможным преследованием подозреваемых. Необходимо, чтобы мы очень точно рассматривали все составы преступлений, а не только те, которые были учтены раньше, причем в различных процессах, в различных чрезвычайных трибуналах. Как раз в этом и заключается преимущество и полномочия Международного уголовного суда, которые мы не должны нарушать. В целом, это очень сложная юридическая материя, одна из тех, где у двух юристов, как мы говорим в Германии, по одному вопросу возникают три мнения. Поэтому я со всей решительностью выступаю за то, чтобы мы в этом важном вопросе не спеша вместе прояснили, как мы можем инициировать эти процессы наилучшим образом, сказала глава МИД Германии. Вероломное нападение на суверенную страну в Германии рассматривается как чрезвычайно тяжкое преступление против международного права, отмечает глава МИД ФРГ. И если мы хотим рассматривать его в суде, вступает в действие принцип международного права, который допускает и другие возможности для отдельных стран представить в суде обвинения в связи с этим составом преступления. В соответствии с этим принципом уголовного права отдельного государства может применяться при преследовании преступлений, которые не были совершены на его территории, а преступники и жертвы также находятся за его пределами. Поэтому мы сейчас досконально обсуждаем все существующие возможности. Есть соответствующие предложения в Евросоюзе и в нашем министерстве. И мы обсуждали накануне с нашими партнерами в рамках встречи ОБСЕ. Я вас всех поздравляю, друзья. Уже, конечно же, этот процесс начался не сейчас. Но те детали, те вещи, которые мы сейчас уже наблюдаем, высказывания, действия, которые сейчас происходят, они, уже детальный разбор всего, меня радует, лично меня очень это радует. Я рад, что я дожил до этого дня. Уже этот механизм, тем более, если за это взялись американцы, англичане, немцы,
этот механизм уже не остановит ничего. Только, я не знаю, конец света это может остановить. Но на это Путин с Патрушевым не посмеют пойти. Да и не смогут при всем желании. А так они не посмеют. Так, давайте к вашим комментариям, друзья. Аслан, я не в Москве живу, просто знаю московское время. Отлично, это хорошо. Так, алейкум Асколе. Стоп, геноцид. Давайте тогда почитаем, что у нас пишут здесь, потому что у нас, как известно, канал в YouTube канал Реалити запрещен на территории фашистской России, и в ТикТоке я еще пока не запрещен на территории фашистской России, поэтому ко мне заходит очень много разных троллей, и бывает интересно поспорить с ними. Бамут алейксалам ашуэль. Ваша французы создают трибунал провести суд над русскими о зверствах в Украине. Асколи, да, абсолютно верно, ваша. Я согласен, и я думаю, этот процесс будет происходить как в Америке, в Англии, в Германии, во Франции. Трибуналы будут во всех крупных странах, и будем судить всех и везде, потому что преступников очень много, очень. Меня блокнули за правду. Да, за правду люди страдают. Я могу тебе это сказать со всей ответственностью. Иншаллах, свобода под нами, Аллах над нами. Нет, свобода в нас. Эльберт. Брат, что происходит в Китае? В Китае происходит карантин, и люди начали возмущаться, и небольшие протесты. Особо серьезно, ну, по крайней мере, то, что я слышал. Аслан, без троллей тоже скучно. Да, да, совершенно верно. Мечта Аслана, чтобы Россию признали террористическим государством. Фридом, я надеюсь, это и твоя мечта тоже. Аслан, что там с московским механизмом? Так и задавили, по-моему. Да, московский механизм ничего не смог более предпринять, но саму функцию на тот момент он успел выполнить. Людей, которых должны были казнить, благодаря тому, что Сулейман Гизмахмаев, бывший сотрудник полка имени Кадырова, который рассказал нам эту страшную историю, благодаря ему этих людей не казнили. Но они получили огромные сроки, там по 20 лет, по 18 и так далее. Поэтому разница не особо большая, если так, если по-честному. Но, с другой стороны, хотя бы их не убили. И мы надеемся, что Россия выпустит всех политических, по крайней мере. Так, успокойся, говорит. Я спокоен. Так, Путин самый лучший президент. Он не президент, зачем ты его так унижаешь? Он царь ваш, железный капут. Он ваш царь. Поэтому президент это того, кого избирают. А вы холопы, вы рабы, и у вас не может быть президента. Президент только в нормальных странах бывает. А у вас царь. Причем, я вам скажу, не самый лучший. Асна, как вы думаете, когда закончится война в Украине? Настюш, я-то не могу, знать этого. Я могу только ссылаться на ваши же, на украинские официальные лица, в том числе на Буданова я ссылаюсь, начальника ГУР. Он сказал, что к весне или к лету вопрос деоккупации Украины будет решен. Будем надеяться.
Я так думаю, что России никто не будет, так сказать, гергалу лила. А что скажешь те русские, которые воюют за Украину? А что скажешь те русские, которые воюют за Украину? Ну, с Россией просто все плохо. С Украиной все нормально, Украина будет побеждать, в этом нет ни малейшего сомнения. Сегодня Байден выступил, сказал то же самое, сказал, что ни в коем случае нельзя допустить. Ну, это уже решенный вопрос. Весь мир просто встанет и не даст победить Украину. Украина справляется, оружие поступает, конечно же, не так, как хотелось бы, но спасибо и на этом. Так, Скобеева поджала хвост, видели? Да, они сейчас готовятся к трибуналу. Скобеева, Соловьев. Знаете, в чем проблема? Скобеева, Соловьев, все вот эти пропагандисты, кто там еще? Киасаян, ну вот это Russia Today, армянка, как ее, и другие, они-то будут привлечены. И в этом уже я нисколько не сомневаюсь. А что сделать с Исторжемским? А что делать с разными другими пропагандистами, которые говорили про войну в Чечне? Тогда еще, но которые сейчас не участвовали в войне против Украины. Для меня этот вопрос не менее важен. И для нас, для чеченцев, это должно также. Ну ничего, главное, процесс запущен. А так наши специальные службы будут находить разных всяких этих преступников и привлекать к ответственности в соответствии с действующим и международным законодательством. Всем доброго времени суток. Бюсти хуйль массера машуэль хойоэль леди машойоэль. Асна, как родственники, которые кадыровцы, тоже судить будешь? Нестор Магно, я не понял до конца твоего вопроса. Но родственники не отвечают за деяния преступников. Я могу, если я правильно понял, о чем ты говоришь. И судить буду не я, судить будет суд. Судить буду не я. Таких полномочий я не имею. Да. Это мечта каждого, даже у самого русского, говорит Тевер. Ну ты имеешь в виду суд над признать террористической фашистскую Россию. Ну не у всех русских так. Так, зашли ко мне обычные тролли, как обычно. Ну, рад вам, мальчики и девочки, да. Рад вам. Что бы я без вас делал? Что же вы за 30 серебряников продажные такие, да? Симонян, да, Симонян. Добрый вечер, уважаемый. Минск приветствую. Георгий, живи Беларусь. Бобриха, да, Дойль, Бобриха, самая настоящая. Да, кстати, Давса, Киев, Невзоров тоже и туда же, абсолютно. Невзоров один из главных преступников, пропагандистов. Конечно же, Невзоров. Никуда эта полудохлая скотина не денется. Да, Алмула. Асан, как вам события на дожде? Этот канал такой оппозиционный, как я мама римская. Светлана, здравствуйте. Да, абсолютно вы правы. Но знаете, Светлана, мы об этом говорим. И говорили, и говорим. Вот у нас тут есть один наш юзер, Джахар Дудаев, с ником Джахар Дудаев. Что-то его не видно последние дни. Он этот дождь разоблачал, в том числе он разоблачал. И много, вообще все российские журналисты, которые русскоязычные, я бы их отдалил бы вообще подальше. Ну, демократия, свобода слова и даже не демократия, не свобода слова, а скорее всего игры спецслужб, потому что ну все очень сложно в этом мире. И ну вот они уже откровенно помогают, представьте, помогают, жалко им, мобилизованных жалко и помогают им там с одеждой, чтобы у них ножки в тепле были, ручки в тепле, да он. И чтобы они могли побольше убить украинских женщин и детей. Вот, дождь рассекретился. И все такие, и на Гудкова, который не вылазит с украинских телеканалов, и Фейгин, и Мейгин, и все остальные ребят. Так, Аслан, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Джахар Дудаев пророк был.
Коленюк Александр. Ну, пророком не был, владел очень хорошей информацией, и я, Коленюк, я, Александр, я с вами согласен, отчасти он был наделен, мне кажется. Все-таки, мне кажется, он вот этим Божьим даром был наделен, мне кажется, да. Антитеррористическая Украина должна победить. Совершенно верно, Хаммер. Друзья, распространяйте ссылку, как это сейчас сделал Хаммер, и ставьте лайки, и пишите ваши комментарии. Брат Юсупа Тимира Аслан, Тузика убили или он самоубился? Да не убили его, не убили. Скорее всего, тот молоток, когда тогда стукнули по голове, видимо, только сейчас подействовал. А если честно, скорее всего, просто вывели его. Сказали, все, давай, он там судился, там у них были все сложности. Скорее всего, просто, если не пиар, это который сейчас идет, его сейчас просто вывели, скажут, там, отравление было, покушение было, и все, нет, пропал парень. И появится в России, потому что вся агентура, которая имеется здесь, в Европе, она будет декриминализована, она будет выявлена и послана к чертовой бабушке. Аслан, этот Невзоров снимал фильм «Чистилище» в 1997 году, да, «Чистилище», и еще один у него был тоже фильм. Но это такой главный тогда был пропагандист, который расчеловечивал чеченцев, представлял миру нас людоедами там и так далее, и так далее. И очень сильно им удалось это. И Невзоров один отец-основатель всего этого. Ассалам алейкум, Аслан брат, почему Папа Римский поддержал Русню? Нариман. Ва алейкум ассалам, Нариман. Потому что он такой же. Не побоюсь этого. Если фашистские выпады в сторону чеченцев и бурятов позволяет себе Папа Римский, то я не побоюсь сказать, что он является фашистом и расистом. Вот что я могу сказать про этого Папу Римского. Асан, почему Плещеева не признают террористом и не закуют в кандалы прямо на G20? А так он же не приехал, Руслан Мухин. На G20 он же не приехал, по-моему. Да, он же тогда Лаврова туда послал. Все, он больше никуда не поедет. Аслан, видел маму Янгулбаева, вся ухоженная, отдохнувшая после Анталии. Она точно в кадыровской тюрьме, брат Юсупа Тимирханов. Но, брат Юсупа, давайте не будем говорить про женщин, про матерей не будем говорить. Достаточно вот на этих самих деятелей говорить. Зутри Адбитер Буай. Не знаю, сидит она в тюрьме или нет, но по всей видимости сидит, потому что вот эти люди, они реально являются противниками Кадырова. Это нужно признать. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Это не значит, что они противники Путина или России. Но они противники Кадырова. Поэтому Кадыров, соответственно, их противник. Я так думаю, я могу, конечно, ошибаться. Поэтому, ну, а тем более, Зудю Юцаря, идите меградацию. Как не будут отвечать, валлахи, будут, а еще как будут отвечать Суму Саиетаря. Главный враг Невзоров, который получил гражданство Украины. Да, Асколя, именно так. Вполне возможно, что РФ обложит как Северную Корею, так как развал РФ много кому не выгоден, а внутри делить будут власть и деньги Кадыров и Пригожин. Посмотрим, Нестор. Основа о том, что из чеченцев он там из чеченцев показывал как какое-то кровожадное чудовище, а потом интервью говорит, что только правду снимал. Да. Не про Невзорова речь, да? Между папой, бывший из Польски, этим папой, как до Луны. Да. Ассаламу алейкум, Хамзат Машуэль. Я не про женщину, я про политика. Понял, хорошо. Так. Ассаламу алейкум. Ты слышишь, что Фейгин был добровольцем во время войны на Балкан, воевал за Сербию. Рамазан. Да, Рамазан, он воевал вместе с Гиркиным в Боснии под руководством военного, осужденного Гаагским трибуналом Радка Младича под его командованием. Да, конечно, есть фотографии у меня в YouTube канале.
реалити в разделе сообщества я выложил. Они одновременно в одно и то же время, двое русских воевали в Боснии, это Гиркин и Фейгин. Я думаю, они знакомы. Так, есть Тузик пропал, наверное, его заменяют, скомпрометировал себя, кто-то другой появится вместо него. Ну, скомпрометировать там уже просто некуда было, просто там компрометация была полная, и его биография была сама себя выдающая. Ну, а так, ну, скорее всего, вывели. Знаете как, если, ну, сейчас гадать, может просто пиариться, что вот пропал там еще что-то. Реально может быть даже и нападение. Это тоже не исключаем, конечно же. Да, все возможно в этой жизни. Тем более человек, ведущий такую политическую деятельность, который без стыда и совести. Я знаю людей, молодых людей, чеченцев, которые просто готовы были там наброситься на любого, кто плохое слово говорит про Абдурахманова. А потом, из-за того, что он за шариат, видите, человек из-за бороды пострадал, он сделал все ради своей религии, даже просто волосы с лица не убрать, хотя это не обязательно, да, носить волосы, но так как этот пророк носил эти волосы, ну, бороду, он готов был вместе с семьей выехать, бросить все, пережил просто страшные тяготы. И потом просто переобувается, потом становится демократом и так далее. Ну, может, какой-нибудь молодой человек на него обиделся и сказал, ну это ты что, короче. Потому что, ну, люди же не верили, когда я 3 года об этом всем говорил. Ну вот. Так, пойдемте дальше. Да, вместо Тузика приехал Янгулбай. Да. Аслан, насчет папы ты абсолютно прав. Это крысы и марионетки, а саудиты такие же. Говорит анархист. Да, анархист. Это было очень по-фашистски от папы услышать. Московским попам в Украине приходит конец. Сценами тряк гнать требаться гундяевские Грей, материться я не буду, конечно, но я с тобой согласен. Конечно, давно нужно это было сделать. Давно. Ну вот, сейчас руки дошли. Бюрс Борз, Аману и Жарадат вне морали. У Аману убили мужа, у Жарадат убили сына. Они служат убийцам своего мужа и сына. Это дикость. Жарадат миллиардиш, Аману понятно. Жарадат миллиардиш. Но мы-то остаемся, Бюрс Борз, мы-то остаемся с тобой чеченцами. В любом случае наш этикет нам не позволяет трогать женщин, если они сами непосредственно не принимают участие вот в этом во всем. Та Аслан Аллах, Ларвойла, у вас очень мало, вы наша история. Нас очень много, брат Юсупа, да и ты в том числе с нами. И вы так просто не отходите. Ребят, происходят глобальные, мегаглобальные вещи в этом мире. Мир меняется. И я, конечно, не призываю вас монетизировать нашу проблему, как это сделали Курочкины, но я предлагаю вас как можно больше принимать участие не ради денег и ради власти чего-то того-то, а ради того, чтобы сейчас в это трудное время быть едиными и помочь нашему народу выбраться из этой трудной ситуации. Аслан, Гудок старший очень был рад. Да, Ури, я видел. Гудок нас ненавидит. Гудок, который мне там борец, революционер, там, Гудок нас не любит. Это я вам скажу честно. Да, ну, конечно, если папа выполнил заказ, прямо он говорит, я не хочу говорить про национальности, там такая речь такая, и почему-то буряты и чеченцы у него не люди, видимо. Нормально, запомним папу, запомним, где он. Ну ничего страшного, не впервой нам, да? Дейли Саламашал,
Амзат, я сегодня посмотрел ролик одного украинского блогера. Он говорит, что Абдурахманов был пособником нацистов и в честь него Грозно улица названа. Это о каком Абдурахманове речь идет? Абдурахман Автарханов. Вот о ком говорит этот украинский блогер. Но Абдурахман Автарханов не был пособником нацистов. Я вам расскажу про Абдурахмана Автарханова. Это профессор, политолог, советолог, который умер здесь в Германии, похоронен в Мюнхене. Этот человек был советским таким деятелем, молодым человеком, окончил высшее учебное заведение, где там знал всех партийных почти боссов тогда, в 20-е годы, в 30-е годы. Потом началась Вторая мировая война, и его, как чеченца, очень умного чеченца, принципиального чеченца, забирала НКВД, пытала и заставляла его взять вину на себя, и после этого расстрел, конечно. Он не подписал, и он прошел страшные пытки, как сейчас многие чеченцы прошли эти страшные пытки. И у него был друг Хасан Исраилов. Хасан Исраилов был адвокатом и вернулся в Чечню, где-то в России, по-моему, в Санкт-Петербурге он был адвокатом. Потом он вернулся, или тогда в Ленинграде, вернулся в Чечению и возглавил сопротивление. И к Абдурахману Автарханову его вызвал к себе, или тогда на Кавказ прилетел Берия, дал ему пистолет и сказал пробраться к Хасану Исраилову и убить его. Они были друзьями, знакомыми, об этом все знали. И была такая задача. Это был, если я не ошибаюсь, 42-й или 3-й год. Абдурахман Автарханов пришел к Хасану, рассказал ему все, что ему Берия сказал сделать. И Хасан ему сказал: я тебе помогу перебраться к немцам. Тогда немцы как раз были на Кавказе, но не в Чеченской республике. В Чеченской республике они не были. Не говоря там отдельные десанты, которые сбрасывались в горы, и бомбардировки, если не считать. Он помог перейти границу, линию фронта. И Абдурахман Автарханов сообщил немцам, что он бежит от советской власти и так далее. Его отправили сразу в Берлин. Ему не доверяли долгое время, его держали в лагере для военнопленных. Но потом поняли, какой ценный человек у них, и начали с ним работать. Ну, к тому времени у немцев все было плохо. И Абдурахман Автарханов фактически не успел с немцами как такой даже поработать, да, что-то им, какую-то пользу принести. В это время уже союзные войска двигались с запада, красные войска двигались с востока, и Абдурахман Автарханов перешел на сторону, ушел к союзным войскам. И попал он к американцам. Мюнхен, это была территория, оккупированная тогда союзными войсками, и в частности американцами. Гамбург, например, оккупировали тогда англичане. И вот с тех пор, когда американцы поняли, кто перед ними, что за человек, Абдурахман Автарханов внес огромную лепту уничтожения Советского Союза. Абдурахман Автарханов и его два товарища были людьми, которые сделали так, что чеченцы и ингуши были возвращены с пожизненной ссылки, так называемой, безвременной, да, постоянной ссылки из Средней Азии, Казахстана, Сибири. И долгое время потом он создал радио «Сопротивление», по-моему, называлось, и которое затем стало радио «Свобода», которое мы все знаем. И Пол Гоббл, которого вы видели у меня на канале, у которого я брал несколько раз интервью, американский тоже советолог, русолог,
Он говорит, что фактически Абдурахман Авторханов это был как бы его учитель, первый его учитель России, Советов и так далее. Умер Абдурахман Авторханов в 1997 году в Мюнхене похоронен. Поэтому он не сотрудничал с нацистами, по крайней мере из идейных соображений. Он был вынужденно перешел на сторону, чтобы спасти свою жизнь. Так, Аймани Кадырова убили мужа, у Жарадат Агуева убили сына. Это сделали рашкинцы. У Жарадат Агуева сына забрали рашкинцы, и он пропал. Все, Китерса, Бюрсборс. Да, я понимаю, о ком ты говоришь. Ну, мне очень жаль этих людей, если честно. Как они с этим живут, я не понимаю просто. Ради денег, вот это Жарадат, не хочу говорить, конечно, об этих женщинах, она так хвалила Рамзана Кадырова, и у меня складывалось впечатление, что она хочет, чтобы Кадыров им что-то дал еще. Вот такой инстинкт просто у людей. Просто хвалить Кадырова, наглую хвалить Кадырова, чтобы потом Кадыров это услышал и лишний там подкинул миллиончик. Ну, это, конечно, очень все печально, очень печально. Это плохо закончится для тех, кто воюет сейчас в Украине. Пьянковский говорил, что когда ВСУ освободит Херсон, Путину придет конец. Так что вы правы, эти оппозиционеры или провокаторы, или дураки. В любом случае слушать их не стоит. Пьянковский дався, Фейкин, Гудков. Все в один голос говорили, если вы освободите Херсон, все, это конец Путина, это 100% конец и так далее. И все, бежали и ничего не случилось. Салам всем свободным людям, салам, Асан. Салам, Эд, дорогой, приветствую тебя. Асан, я слышал, как один известный агент из Франции говорил, что Путин спрятал у папы 3 триллиона долларов. 3 триллиона, ничего себе, такие деньги делал. У академика есть типа Нохчи шаман из Перу, который подсадил академию на отвар Яухаска Чакруна, изучает свое будущее. Да, анархист, ты имеешь в виду у Кадырова, да, есть типа Нохчи шаман из Перу. Я знаю, что Кадыров Рамзан сидит на очень сильно действующих препаратах. Я не знаю, что это конкретно, героин это, кокаин это или какие-то лекарства, которые говорят. Но он их так начал в последнее время очень сильно употреблять, что он абсолютно не понимает, что он творит, что вообще уходит куда-то в астрал и вообще потерялся парняга Деон. Асан сами свой котлован дал мула, нырнут, дал мула, ури, дал мула. Асан, правительство есть у нас, не знаю, есть у тебя. Ты должен знать, есть у тебя правительство или нет. Асан, забань Фридому, он тролль, ссылаясь типа на украинский брой и так далее, но ты правильно рассказал правду прямо в лоб. Да, Фридом такой думаешь? Так. Я перемотаю, друзья, вы очень много написали. Спасибо, что пишете, повторяйте свои вопросы. Так, Абдурахман Далазат Кобалдуэльц, он был выдающий сын чеченского народа. Если бы он был пособником фашистам, его бы судили, а он жил и вел свою деятельность в Германии. Да, и преподавал в Америке, преподавал в ЦРУ и так далее. Этот человек, вы даже не представляете, как он много сделал для представления американцам чеченцев. Он очень много сделал. Это невероятный человек. Вот каким нужно быть человеком. Это человек, которым я очень сильно горжусь. Сегодня, в том числе, то, что он сделал, сегодняшнее позитивное отношение к чеченцам со стороны американцев, это заслуга лично его, Абдурахмана Авторханова. Молодец, конечно, был парень. Я жаль, я его лично не познакомился. Но у меня есть друзья, которые дружили, общались с семьей, и общались и так далее. Очень был хороший человек, да, очень-очень патриотичный. Короче, Буарзерк.
Борзерк. И что я еще хотел про него сказать? Вылетело из головы. Что-то тоже важно. Знаете, выражение «империя зла», которое сказал Рональд Рейган. Так вот, Рональд Рейган читал Абдурахмана Авторханова, и это его выражение было. «Империя зла», которая затем стала крылатой фразой из уст Рональда Рейгана. Так, друзья, теперь внимание. Можно будет потом, Мождат, вырезать вот этот момент, если есть желание, и разбросать везде. Внимание, информация. Чат Чеченской демократической партии отныне вещает 2 раза в неделю, вторник и пятницу с 20 до 0 часов по Брюсселю. 4 часа за эфир. Экстренные выпуски будут анонсироваться. Друзья, это партия наших товарищей, наших соратников. Я как правозащитник не состою в этой партии, но целиком и полностью поддерживаю. Председателем этой партии, Чеченской демократической партии, является Хусейн Исханов. Туда входят Ибраим Никархо, Альви Чанти и все наши друзья и товарищи, которых вы видите. И у меня здесь и Мождада туда входит, и все остальные, которые являются и модераторами у меня тут, и которые вы видели неоднократно в разных совместных стримах. Так что вот такие вот. Гудков бывший ФСБшник, но бывших не бывает. Да, конечно, ничего он не бывший. Фридом, это его фамилия Авторханов, а имя его Абдурахман. Тот самый профессор, о котором я только что говорил. Про Степану Бандеру тоже богато москали брешут, что він пособник нацистов. Да, сграй, это одни методички, абсолютно. Абсолютно. Очень много наших людей в Казахстане. Так вот, будьте осторожны. Такаева, жена и дети, граждане фашистской Российской Федерации. И живут в фашистской Российской Федерации. Также многие из руководства Казахстана. Вот, сделал уведомление. В Ютубе нет, Ури, не в Ютубе, но в Ютубе тоже, я надеюсь, они сделают. Вещание будет на Ютуб. Так, в Телеграме. Но я думаю, нужно переходить в ТикТок. Я все-таки, я думаю, смогу уговорить всех уйти из Телеграма. Но аргумент моих товарищей в том, что в Телеграме почти очень много чеченцев. А мы работаем для чеченцев и на чеченцев. Поэтому для это очень важно. Так, это очень важно. Но так как Телеграм это ГБшная тема, я буду их продолжать отговаривать и посмотрим, что получится. Гарри Табах, пан полковник Пьянковский, у того подгорело конкретно. Да, очень сильно подгорело. Так, YouTube, чуа эфире, юга ваша, ю. Когда будет Третья мировая? Уже идет. Кто знает, так, лайк, шьёхш, умди вежери и жери. Да, война, Баркалон. Так. Все, Китер война, Китер все. Так, Путин, Пейт, Хак, Ян, Ерк Игоич. Тумсон, наш брат, и с ним будет все хорошо. Конечно, иди к нему. Привет, обрек, ГБшный. Аслан, Google открой, там подробнее. Я читал эту книгу в 1979 году. Он писал там, что будет развал России. Да? Аслан, куда уходили деньги за нефть, вывозившую с 91 по 94 год? Я не знаю, креативити, я не знаю. Я тогда министром не был. Ассаламу алейкум, ассалам. Правда, так, Авторхан вложил свою жизнь.
Абдурахман Авторхан вложил свою жизнь за справедливость чеченского народа. Да. Да. Ночи, демократическая партия, тебе самому не смешно, Асламбек, поздний переселенец, да, ты поздно переселился, у тебя и не только поздний ты переселенец, у тебя еще зажигание позднее. Можно найти книгу, конечно, на русском языке полно книг, советую почитать, ну все его книги советую прочитать, но основное, я вам, первое, что будет очень интересно вам почитать, это народоубийство в СССР, убийство чеченского и чечено-ингушского народа. Вот эту книгу вы можете почитать там с примерами. Очень интересная, очень простая в чтении и очень глубокая в самом смысле, в сути самой. Как чеченец, он очень до сути всегда доходит, как это мы любим делать. Дел это боль ваша, дерес хуль маскалика на закаляка, дерес хуль саваш. Дедик дуэля ваша, дел си дуэля, дерес хуль берличе. Вот вы заходите и там говорите мне, дерес хуль, дел это боль. И вот эти черти, извиняюсь, конечно, что я так называю, которые меня тут оскорбляют там и так далее, вы их просто рвете этим. Я не говорю, что вы меня тут хвалили, но это очень им это мешает, да. Пусть поможет Аллах вашим партии НДП. Да, амин, амин. Шалом, шалом. Ночью спасибо, слава Богу. Да, да, ты прав, поздний Асамек. Да, видимо, да. Где можно найти эту книгу? В интернете. В интернете. Так, друзья, давайте дальше. Слава Ичкерии, привет из Алматы. Героям слава. Алга, Казахстан. Ходят слухи, что Клинтон дал добро малой кровью решить чеченскую проблему. Хотел бы узнать достоверность этих слухов. Да, я слышал это выражение, это то, что сказал Клинтон. И я думаю, что именно Клинтон, администрация Клинтона, была той администрацией, которая фактически, несмотря на то, что многие в Америке, сенаторы и другие, и такое глубинное государство нас поддерживало, именно администрация Клинтона в свое время с Ельциным решила как бы договориться, да, несмотря на страшный геноцид. Слава Аллаху, Ичкерия да будет свободна. Амин. Амин. Aslında ezers дерез хулейлон дал бухаста холш дерез масерна хулейде дерез хуль. Пора уже понять, что демократия это плагиат нохчелла. Да, это суть, это наш ген. Ичкерия Кафры говорит, Алекс. Смотри, Алекс мне пишет мат, страшный мат мне пишет. Потом он говорит Ичкерия Кафры, потом он говорит, что он кафиров ломал и так далее. Я могу сказать, он мог только ломать зубочистку максимум, что он мог ломать. Причем абсолютно безграмотный тролль, которого усадили здесь писать разные гадости. Да? Залиману алейкум салам. Когда конец Кафырова? Нет, не ко мне. Ичкерия Кафиры, Ахмад Силов пишет. Алекс, понятно. Ты подхолопный. Ну так бы и сказал. Мат, джихад, халифат и что у вас Ахмад Псина. Вот набор ваших тупых выражений. Вы больше ничего не знаете. Вы даже по-русски говорить не умеете. Вот у меня настроение. Каждый раз после стрима у меня настроение поднимается. Аслан, ты знакомый с Сашей Сотником, что скажешь про него? Сгрей, да, я с ним знаком, и я считаю, этот человек принципиально делает свою работу.
И я очень, если вы обратили внимание, очень ревностно подхожу к вопросам работы на Кремль, на Лубянку и так далее. И не заметил за Сотником ничего такого. Пожалуйста, еще раз назови, как называлась эта книга. Книга называется «Народоубийство в СССР. Убийство чечено-ингушского народа». Если вы забудете, где-то на 50-й минуте, когда вы зайдете в YouTube, вы сможете посмотреть в YouTube. В ТикТоке, к сожалению, стримы не остаются. Также есть еще одна книга, которую я последнюю его читал. Название от Андропова к Горбачеву, по-моему, она называется сейчас. Могу сейчас немножко ошибиться. От Андропова к Горбачеву. Очень интересная книга. Прямо вам разложит все, сегодняшнюю ситуацию. И по этой книге, еще Советский Союз тогда не распался, Горбачев только пришел к власти, он ее начал писать пораньше, и он ее несколько лет писал. И он фактически предсказывает выход России из сложившегося кризиса только уйдя с этого, с колхозной этой экономики. Он ее так и называет. Я оттуда взял это выражение, колхозная экономика, которая была и для спасения России переходит на колхозную экономику. И тоже очень важный момент. Здесь в Германии некоторые там, очень так, немного таких людей, но есть, которые предвзято относятся к Америке, к американцам. И они в обмен за это готовы дружить с русскими, для того, чтобы как-то насолить американцам. Так вот, он в этой книге указывает, что идет гонка вооружений тогда. И он рассказывает, Абдурахманов Тарханов рассказывает о программе «Звездные войны». «Сои» называется это по-английски. И «Звездные войны», вы знаете, да, это известный сериал есть такой и так далее. Так вот, благодаря вот этой программе «Звездные войны», вот этой программе «Сои», русские были вынуждены отказаться от колхозной своей экономики, оставить Восточную Германию и покинуть. И благодаря этому Германия воссоединилась. Поэтому заслуга воссоединения Германии ни чья-либо, ни Горбачева, ни какого-нибудь там еще кого-нибудь, а именно Соединенных Штатов Америки. Именно. Спасибо за подарки. Aslında üç humş yazıyor büyük humş hun циркуйса. Так, в войнах. Собор дел. Сделать модератором. Хун дабел аркасе. И даже асон дабел. Привет, Германия, Диана, привет. Аслан дала тубойлвай бусал мне амел болчер. Амин. Приезжай на Грозный, если мужчина. На Грозный я не знаю, но я обязательно в город Джохар приеду. И тебе скажу, ты напиши свое имя и фамилию. Лицо я не знаю твое, в отличие от того, что меня ты видишь и знаешь. Напиши свое имя и фамилию. Я тебе обещаю, когда я приеду в город Джохар, я тебе обязательно сообщу, что я прибыл, чтобы ты мог встретить меня. Так, салам алейкум, салматы, ва алейкум ассалам. Так. Приедем, Алекс, и приедем на Хаймерса. Ты не знаешь одно? Я не знаю. Не знаю, слава Украине. Героям слава. Хамед, да, Цага дайел лакон хайлиле цага хайнлог дур хавайнат. И пел табеш хайн цавизак, да, оскорбление, мат и русская пропаганда. Все, в противном случае банить нельзя. Алихан Алаудинов. Это его родственник Алаудинов. Хорошо, Алихан Алаудинов. Знай, саце Аслан Арцуйон, Гурдувай, да, Алмула.
Так, давайте почитаем комментарии. А сам правда, что часть ФСБ и генерала решили заблокировать Красну? Не понял, Нариман, не понял. ФСБ, Намукучу, осторожно, КНТ. Аслан, ты знаешь, Саша, так, это было... Ичкерия, сила, болотная, дикария, терпила. Так, я слышал голосовую речь Абдурахмана, адресованную Джохару, и он называл его «мой президент». Да, он его так называл. Я или слышал сам эту речь, или же мне кто-то говорил вот то, что ты говоришь, Чирей. Да, и Абдурахман Автарханов очень верил в нашу свободу, в нашу государственность. И он сделал очень многое, на самом деле. Борзер Бадыгдыч, Борзер, нам бы таких волков побольше делал. Так, народ, ставим лайки, кто не дома, говорит, напоминает вам леди. Сотни, как из Тамахи, люди с большой буквы, говорит Саид. Да, я соглашусь с Саидом. Так, в войнах, бомби их теперь от души, говорит. А сам, почему США были за объединение Германии и усердно над этим старались? Ну, а зачем нужно разъединяться, да? Хайнигасу, Аслан. Посмуйго, милюцо ушел. Сюги рецер, бо вот уже хуйгорел, что окуза. Ценгу еще. Так, Аслан, благодарю тебя, глаза открывают и открыл многие. ДРС, стараешься для всех нас. Как говорится, раз стал на этом пути, иди до конца, да будет все. Аслан, так говорится, деда. Ичкери борс, ДРС, дал мула. Но мы все должны делать вместе, друзья. Без вас я не смогу ничего сделать. Без вас ничего не будет делать. Так. Ви теж прекрасный человек, герой Ичкерии. Дуже дякую, Саид, дуже дякую. Знание Машу. Совершенно верно. Георгий К. Гудко убеждает зрителям в том, чтобы Россию после войны не делили на части, оставили ей все ядерное оружие. Он обещает, что Россия больше не будет угрожать всему миру полным уничтожением. Обещала свинья в грязь не лезть. Георгий, вы просто молодец. Совершенно верно. Ломать зубочистку, то за красавчик. Аслан, в Австрии ведь тоже немцы, но США не объединяют Австрию и Германию. Ну, для этого их не нужно объединять, понимаете? Фрида, мне кажется, ты немножко подтраливаешь, да? Мага ингуш фат ухч. Хамдеть самдать. Россия, це вкраде название на них правильно казать Московия. Да, совершенно верно. Аслан, русский всегда нападает только зимой. Это русская тактика. Джохар, но чуть-чуть. Россия сдохла. Кутин нелюдь. Гибня всех видов. Усохните в хлеву. Мишги бичеш. Вот Алекса заблокировал. Не надо было его блокировать. Как его там? Алихан Алаудинов, да? Алихан Алаудинов. Навеки вечное ты записан в интернете, по крайней мере, как предатель своего народа, Алихан Алаудинов. Но я думаю, это для тебя не открытие. Да? Я подписалась Хайни, так, дукярак, а ты мадица, хундюц, ночи, юаяцо, хотролью, хатсон, хотролью. Трольцар, и умшязади, that's ночью. Я Аслан видел клип, где кадырец на арабском на фоне плачущего араба призывал арабов на войну. Да, я об этом делал небольшой стримик на 20 минут. Есть видео у меня здесь в ютубе, я его загрузил. Я в тиктоке сделал и загрузил. Аслан, хайнго ишмаэля рамух худи цищуха. Пока умадать, просто имейте в виду, что я к вам обращусь, Дион. Имейте в виду, и Бог, Дерса, пока все нормально, я так-то думаю, что я им сделаю очень неприятный сюрприз, но посмотрим, Дион.
А так, мне всегда нужна ваша помощь, друзья. Без вас нас нету. Мы только можем быть вместе. Так, Магалвелла Аслан. Да? Мечтавеллер, согал Адам Дее. Германия Хилуар. Мечтавелла, согал Адицел. Что происходит между ичкерийцами? У нас все нормально. У нас все нормально. Многие молодые не знают, что Чечня и народ не принимали участие в приватизации. Да, Эдмамедов, совершенно верно. Это тоже очень важный вопрос, который нужно развивать, эту тему. Да. Есть 4 достоверных школы Масхаба. Ханафи, ношение бороды обязательно, ваджиб. Школа Шафи и Ханбалы, сбривать бороду нежелательно. Макрух, и по школе имама Малики носить бороду не обязательно. Таяхка царю аичу, разница резам очерей. Шиен лучу мажли или шиен лучу мирш дилди, шиен лу аглилдик. Та шевик мешна духой. Аслан Сахоми ваша и должность ло ледин дох лоцун нет твой лидер майергар. Хочу ам вайдук дуай уйвар волкунах модератор. О TikTok чувствуется, вы можете хочу целый кош вишрена. А сам все будет ичкерия. Странник дал мула. Со ночью, алхамдулилlah, дал дукя йола иша. Дал дукя йола. Хал вайши норм ашвар вайши хаблогер хил дауак. Нахвал усалум шута дюч. Салам алейкум, брат. Ва алейкум салам, горец. Аслан макира дуагда цахайни игасо. Атаро дукярак, атаро, мадицара йомш. Антитеррор, брат, уй, антитеррорук. Он имеет право на его мнение. Я не согласен, еще раз говоришь, Юю Хоты. Но он говорит то, что вы все боитесь говорить. Понимаете? Он четко, прямо говорит, что Россия, фашистская Россия, наш враг. А то, что у него какие-то свои взгляды, с которыми я не могу быть не согласен, я не согласен с некоторыми его религиозными моментами, это его личное дело. Мы живем в свободной стране, в свободных странах, каждый имеет право говорить свое мнение. Но в отличие от вас, он хоть что-то делает против борьбы оккупантов, которые его критикуют. И zu Digdubog дачун дештег. Так, ассаламу алейкум, ассалам. Так, духвахва, ассаламу алейкум, массарна кучу. Так, Ибрагим поделился. Ва алейкум салам. Женщины могут не носить бороду, эйларк, отцан шейху. Шейх милу алай, камил, да шейхом, алхир дуй. Шейх милу, он вейшуи, я тайпану, я вейюштеруи, милуи. Какой-то шейх что-то сказал и так далее. И дуай дарнак. Вей ночь аллаг лаца духша, ха'a аллаг ла дух кой. Так, духвау аслан. О, молодец, о, дерес, хасхитсу. Дик дуи. Адам, хюги гитвай. О, хюги айгаем. Так, давайте вернемся. В 95 году в Алмате во дворе написал «Свободная Ичкерия», потом мусора искали автора надписи. Асан Магантуот Баркал, Асан Далат Тубойла, особенно с сюрпризами для противников. Да, дал мула. Дерес хол Юсуп, брат Юсупа Тимирхана. Мажуят Ахильцаизи, Кира Ахильезда. Нужно быть не внешне мусульманином или правильным, а внутренним, сердце нужно быть. И мужественным, и правильным, и всем. Изображать из себя может кто угодно. Главное окончить уроки актерского мастерства. Так. Ты не знаешь, какая это не мне. Салам и шалом всем зрителям. Я Аслану лично. Шалом, Исаак. Витаю тебя.
Асан, что думаешь насчет ближайшего будущего? Будет большая бойня, как говорят наши старшие? Да, я думаю, будет. Этому все идет. Так. Асан, ты прав. Я постоянно говорю войночи, эллер тергалацадо, кича эллегачо доздойдуют. Знаете еще что, бюшбор, самое интересное. У нас бывает так, что какой-нибудь вонючий бич, который воевал против нас, он говорит что-нибудь, какую-нибудь вещь, и это вырезают, или какой-нибудь русский пропагандист, чтобы войти в доверие, там, что-нибудь хорошее что-то скажет, и мы это подхватываем, перекидываем, и Эйлер, вот Эйлер, ну кто такие? Враги никогда, даже если они говорят хорошо, они это говорят, чтобы сделать нам потом плохо. Мы это должны знать. Так, друзья. Модератор в войнах. Ты там особо не буйствуй только. Смотри мне. А то ты что, я смотрю, одного забанил, того. Пускай пишут. Чем больше они пишут комментариев, тем больше, тем лучше. Тем, значит, TikTok видит, что людям это интересно, и больше будут заходить и узнавать правду. Так, ассаламу алейкум вараматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам. Так, друзья. Сколько уже время? Мала, Адам, мала. Мала. Мегерду, Адам, мила. Так, что у нас здесь? Возвращаемся. Я спрашивал у гадалки, когда Чечня будет свободна. Она сказала 25-26 года Чечня будет свободна. А Украина победит в 24-м, дай бог. Саид. Ну, конечно, гадалка это очень сильный аргумент. Да. Даже из самого плохого хрюского получается хороший бич. Так, Эдмамедов, нашим людям не надо воевать, надо сохраниться и приумножиться. Сила в уме, учиться просто необходимо. Учитесь на благо своего народа. Совершенно верно это. Мудрый ты человек, Эд. Спасибо тебе. Галящух, машти кошна, буквен. Пандбоч. Это такой театр, все роли под гибневый арабский соусом, особенно лубянские проповедники и дальше идиоты верующие идет. Что говорят германские политики? Ну я вот читал то, что сам в стриме, что говорит наша министр иностранных дел Анна-Лена Бербок. Все нормально, друзья, все отлично. Конец фашистской России и террористической банды ФСБ неизбежен, друзья, неизбежен. Да, будет кровь, будут теракты, будет еще зло, которое сможет это самая главная, самая грязная террористическая банда натворить на земле, но будем смотреть, да, будем смотреть. Так. Останется грамотный ват собаш, ну валла летит вамбой вега, энергии есть, и вышел дуса ходу. Летит вамбой, короче, Аслан, да, чух скажу, содачу уйт, куда хочешь, хантуа есть. Цаум цадиз, ичкери борзвой дал мула. Правовой, мы в правовом поле, дитя мадити, что дерес хойлон. Ночи борс, иштхли ешею, ичкери борс.
Так, ассаламу алейкум асан. Школчу рекиечтуанч дюна дилимхана вац гойтуш и велитиш. Ва алейкум ассалам аль-акса. Мне кажется тоже, я что-то потерял этого Демирханова. Видимо, после удара по школе этот Адам остался, может, в школе. Ну, посмотрим. А так все хорошо у него шло, так все было хорошо, да. Ну, посмотрим. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Все будет ичкери, бождать, да, мула. Ичкери, борзу, хуасан. Хою ичкери, борз. Хуагил Адам. Виски цемель, джим борз ичкери. Ходи венца, джим айрвал. Виски мельшки дигдалу вдовик. Аслан, чем закончилось гнусное высказывание понтифика? Ничем пока оно не закончилось, но мы так это не оставим. Там очень много сейчас людей на понтифика обозлились, и я думаю, они принесут за это извинения. Я на это надеюсь. Так, Европарламент рассматривает вопрос о признании банды Север террористами, но при этом цинично забывая про Вагнер. Не, про Вагнер не забывают, Бюрсборс, не забывают, не думаю, что забывают. Уже все, это раньше было, нас тут разделяли, там кадыровцы, мудыровцы и так далее. Сейчас уже все, кто принимает в войне против Украины, все уже, закончилось это. Вот эти лицемерие и двойные стандарты на время отложены в сторону, друзья. Теперь будут мочить по-серьезному. Единственная проблема, те, кто сейчас не принимает участие в войне против Украины, но принимал участие в войне против нас, тогда они могут уйти от ответственности. Но для этого существуем мы. Для этого и щука в озере, чтобы карась не дремал. Будем находить, привлекать, доставлять, судить ли он. Так, оце боек мамал адам, мала. Дарбан бош, там мала. Так. Так, благодаря Европарламент рассматривает так, это было. Учиться надо у евреев. У них есть все, чего не хватает ночи, включая опыт арабской деоккупации. Да, так точно. Малите, бро. Малите, мамалите, до пуза. Бумеранг никто не отменял. Они получат по полной программе. Да, именно так. Именно так. Аслан, НАТО обучает украинских бойцов. Знаешь, о чем это говорит? Я думаю, это говорит о том, что Украина обязательно победит, так как натовские бойцы не могут попасть в плен. Как ты думаешь? Конечно, брат Юсупа Тимирханов, абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. С первых дней войны я ни на секунду не сомневаюсь, что Украина победит. Ни на секунду. Нету такого варианта проиграть. Все, Путин просто попал в западню. Ассаламу алейкум, Швейцария. Ва алейкум ассалам, Швейцария. Так. Друзья, я понимаю, что уже стрим, наше время заканчивается. Я думаю, можно на этом закончить наш стрим. Если у вас больше нет ко мне вопросов, я думаю, можно завершать наш стрим. Я постараюсь выходить почаще, друзья. Желательно, конечно же, выходить каждый день, но не всегда получается. Все. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Всего самого хорошего, друзья. Ладно, подождите. Гудок сейчас сидит и развешивает лапшу на уши украинских телезрителей. Меня поражает наивность украинских ведущих.
Всего самого хорошего. Массана хуль дейрейс хуль. Массана хуль война дейрейс. Всего самого хорошего, друзья. Довели. И вам спасибо. Асан, Ердини тыкал дальше. Беженцам из Чечни не собираются давать позитивы в Европе. Это очень болезненная тема. Это болезненная тема, я тебе скажу, Чири. Дело в том, что у нас очень много, мадар аль-чадат куза дискредитировать, диновой вещь. Вей под видом беженцев хадош куза целилдеш именно харцдегдюч. На нас, очень против нас велась работа российскими посольствами, какая-то банд-притоны, террористические банд-притоны. Они очень много провели работу, очень много. И у них есть свои полезные идиоты, сочувствующие и так далее. И благодаря этому у нас очень все плохо. Но мы будем работать над этим. Да. Сейчас, если человека призывают в армию, то это уже является, по крайней мере, Германия об этом заявила неоднократно, что это уже является основанием для предоставления политического убежища. Главное добраться сюда. Георгий Баркал, спасибо, Георгий, живи Беларусь. Всего самого хорошего, ассаламу алейкум, адикюэль, друзья. Слава Украине, все будет Ичкерия. Адикюэль марш ойл, друзья. Так, это я, по-моему, выключил. Так, и все, и здесь выключаю.